Во вторник в Грозном, находящемся под контролем сепаратистов, прошел 4-й съезд партий и общественных движений Чечни. В традициях советских съездов собрание, именовавшее себя форумом всего чеченского народа, завершилось принятием резолюции с изложением общих принципов и условий мирного разрешения конфликта. Текст резолюции не опубликован, но, скорее всего, он немногим будет отличаться от содержания мирного соглашения, подписанного недавно Александром Лебедем и Асланом Масхадовым. Отсутствие на мероприятии президента Ичкерии Яндарбиева и российского секретаря Совета Безопасности наводит на мысль о том, что и в Москве, и в Грозном к съезду относятся весьма прохладно. С материалами из Чечни наш специальный корреспондент Алексей Синельников. Сегодня в Грозном сепаратистское правительство Яндарбиева сделало еще один крупный шаг для укрепления своего положения в качестве реальной силы, способной организовать чеченское общество. Сегодня был проведен съезд партий, движений и религиозных авторитетов Чечни и чеченской диаспоры, где центральными фигурами явно стали вице-президент самопровозглашенной Ичкерии Саид Хасан Абу-Муслимов и начальник штаба вооруженных чеченских формирований Аслан Масхадов. В попытках выдернуть коврик из-под ног Завгаева, дудаевцы сегодня готовы на самое широкое сотрудничество со всеми, кто признает идею полной независимости Чечни и лидерства в ней команды Яндарбиева. Два министра завгаевского правительства уже работают в штабе по восстановлению Грозного под руководством Лечи Дудаева, близкого родственника и соратника погибшего президента. Сегодняшний день должен был продемонстрировать единство чеченцев и их способность решать внутренние вопросы не на полях сражений, а за столом переговоров. Я не хочу вспоминать теперь детали того, насколько мы тяжелую проводили работу, насколько мы получали тяжелое сопротивление от промосковского марионеточного правительства Завгаева. И надо признать, что пока Яндарбиеву удается пресекать все попытки формирования сколько-нибудь серьезной пророссийской оппозиции. Объективно, задачи дудаевцев на короткий срок совпали с задачами тех московских политиков, которые считают полное отделение Чечни меньшим злом, чем разорительная и непопулярная война. Однако тут все отдают себе отчет в том, что с окончанием войны конфликт далеко не исчерпан. Чеченская сторона все громче заявляет о праве на компенсации за причиненный ущерб и о наказании виновных. Мы допросили тех лиц, которые вышли из фильтрационных лагерей, детей, женщин. То есть эта работа будет завершена, и я считаю, что я в следующий раз выступлю с именами, кто виновен в трагедии чеченского народа. И если это действительно случится, то и секретарь Совета Безопасности Лебедь, и руководитель миссии ОБСЕ в Грозном Тим Гульдеман, которого сегодня съезд приветствовал выкриками «Аллах Акбар», могут приобрести себе еще нескольких влиятельных и сильных врагов в России. Впрочем, никто и не предполагает, что путь Чечни к прочному и стабильному миру будет легким. Сегодня штаб Объединенных Федеральных Сил объявил о том, что приостанавливает вывод всех частей и подразделений, военнослужащие которых находятся в чеченском плену. Алексей Синельников, Сергей Смирнов, Александр Новиков, НТВ из Грозного. Из последних сообщений информационных агентств следует, что резолюции съезда действительно поддерживают мирные договоренности, достигнутые в Хасавюрте, идею создания коалиционного правительства и проведения выборов в Чечне. Рассчитывать на большее было бы по меньшей мере неуместно. Участники съезда, вероятно, реально осознают то, что они не представляют весь чеченский народ и все его реальные политические силы. Можно предположить, что опыт, полученный руководителями Ичкерии в общении с Москвой, привел их к выводу о невозможности избежания гражданской войны без привлечения к управлению республикой всех лидеров, как военных, так и политических. Вероятно, это хорошо понимает и глава Чечни Даку Завгаев. Сегодня в интервью нашей программе он заявил, что ни при каких обстоятельствах не намерен участвовать в создаваемом коалиционном правительстве. Что касается правительства, наверное, я туда не могу входить хотя бы по той причине, что я являюсь избранным главой республики. То есть я по должности как-то над правительством. Я этим ничего не хочу сказать. Я еще раз подчеркну, я готов к любому компромиссу. В том числе, я вот инициативно говорил и сейчас говорю, я готов даже к досрочным выборам и главы республики. Готов назначить хоть через месяц. В средствах массовой информации уже появилась предполагаемая дата проведения альтернативного съезда – 19 сентября. Впрочем, Завгаевский съезд, если он и состоится, станет не менее бутафорским, чем прошедший во вторник. Однако не исключено, что в целях реализации принципа «разделяй и властвуй» Москва может согласиться с предложением Завгаева. По нашей информации, он уже договорился о встрече с секретарем Совета Безопасности Лебедем.
В отличие от прошлой недели, сегодня генерал не является врагом главы Чечни. Я считаю, что Александру Ивановичу вот, в поисках решения чеченских проблем надо всячески помогать. Надо помогать и вырабатывать коллегиальное решение и подходы. В качестве иллюстрации собственного дара предвидения Даку Завгаев сообщил нам, что, как он и предполагал, сепаратисты не станут с кем-либо делиться властью. Сторонники Завгаева, по его словам, уже размещены в 2 концлагерях, расположенных на территории Грозного, где подвергаются истязаниям и пыткам. Многие из них уже расстреляны. Впрочем, вполне возможно, что поведение Завгаева в последние недели мотивировано лишь чувством собственного самосохранения. Я думаю, что Доку Гапурович прекрасно понимает, что пока Яндарбиев и его сторонники остаются значимой политической силой в Чечне, на общечеченской арене ему места не найдется. Это Доку Гапуровича не устраивает. Это вовсе не значит, что это должно не устраивать Россию. Я думаю, что Россия должна свою политику строить, исходя из своих реальных стратегических интересов, естественно, не оставляя Доку Гапуровича без внимания. Но навязывать Завгаева Чечне, я думаю, что Россия, как непременное условие будущего развития Чечни, вовсе не должна, это не самое главное. Самое главное, чтобы созданные органы власти были долгосрочными, признанными большинством чеченцев, чтобы это не было навязанной сверху новой силовой структурой, так же, как мы в свое время пытались навязать то, что нам казалось приемлемым. Важно, чтобы эта власть пользовалась доверием и отражала действительное распределение политических сил в Чечне, и чтобы она не привела, в конце концов, чтобы в Чечне начались войны между кланами, между районами, чтобы эта власть способствовала мирному развитию республики. Как это ни странно, но отсутствие четкой политики урегулирования чеченского конфликта и традиционное импровизирование в переговорном процессе могут объединить некоторых чеченских лидеров, незамеченных в симпатиях друг к другу. Сегодня Юсуп Сасламбеков заявил нам, что решение прошедшего съезда не изменит ситуацию в Чечне. С моей точки зрения, коалиционное правительство, оно не может выступить стабилизирующим фактором, поскольку в этом правительстве будут представлены представители разных политических сил с разными политическими интересами. И с первого момента это правительство будет заниматься не обеспечением необходимых условий жизнедеятельности республики, а увязнет предвыборную кампанию, что с первого момента станет как бы центром дестабилизации ситуации в республике. Поэтому я считаю, что решением вопроса стабилизации обстановки и проведения выборов должна заниматься одна политическая сила под контролем всех заинтересованных сторон. Таким образом, вторник, на который возлагались серьезные надежды в чеченском урегулировании, не стал сенсационным днем. Скорее всего, в ближайшее время нам предстоит еще услышать немало предложений по выходу из кризиса. Впрочем, принимать их во внимание до тех пор, пока не объявятся внезапно исчезнувшие с политической сцены Александр Лебедь и Зелимхан Яндарбиев, не стоит.